Хуплу, шертан, хуран, кукли, шурпе. Чувашская кухня достаточно аскетична. Мясо наши предки ели лишь по праздникам. Чем же тогда она привлекает туристов? И много ли кафе и ресторанов в столице республики готовы предложить гостям национальные блюда? В рамках недели туризма в Чебоксарах для представителей этой сферы устроили гастрономический тур. Вместе с ними несколько ресторанов посетила и моя коллега Ирина Ромадова. Гастрономия – важный элемент в индустрии туризма. В Чувашии это направление решили активно развивать. Два министерства – культуры и экономического развития объединили усилия. В первый гастрономический тур по кафе и ресторанам столицы республики отправились те, кто работает в системе внутреннего туризма. Туроператорам это полезно. Потому что мы иногда, скажем так, на короткой ноге с каким-нибудь кафе бываем, но сегодня для меня открылись очень многие кафе совсем с другой стороны. Делегация посетила 7 заведений общественного питания. Акцент в меню именно на чувашскую кухню и интересную подачу блюд. Таковы условия гастрономического тура. Традиционный какай-шурпи присутствует в меню почти у всех, но вкус супа везде разный. Кроме того, можно найти и другие чувашские супы. Чувашская традиционная кухня подразумевает в себе то, что в домах, в деревнях имелись русские печи. Издревле готовят в русской печи, поэтому мы решили подать в горшке. Но это вы понимаете, что это стилизовано. Здесь представлен шомиковский суп, он подается с клёцками. Конечно, в чувашской кухне никуда без хуплу. Это второе, которое можно взять с собой. Готовят не только с картофелем и мясом. Крупа и птица тоже в ходу. Крупяную колбасу и традиционные чувашские вареники в одном из баров готовят с папоротником. Все блюда являются аутентичными. Рецептами поделилась бабушка нашего шеф-повара. Было приготовлено все это в печи, попробовано, и рецепт принесен на наш строгий суд. Без волжской рыбы тоже не обойтись. Праздничного судака предлагают с щавелем и яйцом. Еще одно из традиционных чувашских блюд по особому случаю – шертан. Его в основном покупают у местных производителей, но можно найти и в авторском исполнении. Мы сами его готовим, прям полуфабрикаты. Делаем полуфабрикаты, их упаковываем в вакуум. Мы, кстати, сертифицировали вот эту продукцию. Чувашская кухня никогда не отличалась разнообразием сладостей, но, например, традиционную ватрушку, пюремич, здесь осовременили, не отличить от европейского десерта. У каждого свои изюминки есть, и, честно говоря, уже проще определиться, действительно, кого вести. Индивидуальных туристов, например, в одно кафе я бы повела, большие группы туристов, но я обычно вожу в одно кафе, но еще появились несколько таких точек, куда действительно можно завести. Впечатления огромные. И каждое предприятие показало свое мастерство именно по кулинарии. И я сторонник только чувашской кухни, и я стараюсь постоянно, езжу и показываю только чувашскую кухню. И сегодня меня удивило то, что наши кулинары именно тоже заинтересованы в чувашской кухне. И принять туристов, вы знаете, с большим энтузиазмом. Кроме традиционного туристического обеда или ужина, чебоксарские кафе и рестораны готовы проводить для гостей мастер-классы. Приготовить хуплу или пылак майордзем предлагает юлташ, крупяную колбасу или бутербродные сеты шале, тыквенные оладьи, медвежий угол. Прелесть тыквы в том, что она богата витаминами и минералами, и мы не будем сильно ее подвергать температурной обработке, чтобы она не растеряла все свои полезные свойства. Тыкву здесь подают с яблочным пюре и медом. В других ресторанах гордятся наличием мяса дичи или дегустацией чувашского пива. Участников гастрономического тура прежде всего интересовали цены обедов, наполняемость залов и индивидуальный подход к посетителям. Есть сейчас такое направление в сфере общественного питания – это комплименты для своих посетителей. И любое предприятие может приготовить такие небольшие сувенирчики в мешочках, положить туда изделия, которые они приготовили. Может быть, какие-то сувениры с изображением своего предприятия или какого-то отдельного блюда, которое только они могут приготовить в своем предприятии для того, чтобы об этом туристы рассказали уже в своих странах, в своих городах. Десерт Анна Павлова привлекает туристов в Австралии. В одном из московских ресторанов есть блюдо, названное в честь солиста Большого театра Андрея Меркурьева. Чебоксарские рестораны тоже стараются привлечь туристов необычными национальными блюдами и интересными названиями, как, например, салат нарспи.
Салат назван в честь героини одноименной поэмы, но пока в чувашских ресторанах нет блюд, названных в честь тех, кто прославил республику – комдива Василия Чапаева, космонавта Андриана Николаева или оперного певца Максима Михайлова. Председатель Ассоциации кулинаров Николай Уездный согласился, что идея интересная и ее можно обсудить с шеф-поварами. Оригинальное блюдо, названное в честь известного человека, сыграет только в плюс. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.